В 2022 году президент Кыргызстана Садыр Джапаров наградил грамотой члена Российской ассоциации политических консультантов Петра Бычкова. Фотографии награжденного нет, за что ему дали грамоту, не уточняется. 3 несвязанных друг с другом источников сообщили мне, что этот человек помогал Садыру Джапарову на президентских выборах. В России Петра Бычкова обычно представляют как политического психолога из Петербургского университета. Но гораздо важнее то, что этот человек работал на Евгения Пригожина в России и в Африке, помогая диктаторам удерживать власть и бороться с оппозицией. По данным российских СМИ, в 2018 году именно Бычков придумывал фальшивую версию убийства российских журналистов, прилетевших в Центральную Африканскую Республику снимать фильм о деятельности ЧВК «Вагнер». Как утверждает сам Бычков, в Бишкек он приехал осенью 2020 года как международный наблюдатель, но в список наблюдателей его почему-то включили только в январе 2021. Мои источники связывают это с его непубличной работой в предвыборном штабе Садыра Джапарова. Работал он там не один. По данным осведомленного питерского телеграм-канала «Ротонда», группу российских политтехнологов в Кыргызстане возглавлял давний патрон Бычкова Александр Серавин. Вот он справа в бордовом костюме. В России этот человек держится в тени даже на высоких должностях и зарабатывает миллионы на выборах. Именно Серавин в Петербурге занимался переизбранием Владимира Путина и обнулением его президентских сроков. В Кыргызстане Серавин тоже числился международным наблюдателем, но в ходе миссии делал на своей странице в Фейсбуке многозначительные намеки. А все та же «Ротонда» и близкий к администрации президента России канал «Кремлевская прачка» писали, что он занимается выборами в Кыргызстане как политтехнолог. Кыргызстандагы шайлоо менен петербургдук саясий технолог Серавин алектенген. Ал добуш берүү аяктары менен дароо Орусияга кетип калган. Азыр петербургдук саясий технолог орусиялык иштештеринин командасы менен коңшу Кыргызстандагы президенттик шайлоодо иштеп жатат, деп айтышкан «Ротонданын базардагы 2 маектеши. Чынында жаңы башкы директор январь майрамдарын жаңы иш ордуна чыгууга даярдануу менен эмес, коңшу Кыргызстанга баруу менен өткөрдү. Ал жакта петербургдук технологдор 2 күн мурда жеңишке жеткен президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо өнүктүгүн жүргүзүшкөн. Оба политтехнолога отрицают свое участие в работе предвыборного штаба Садыра Джапарова. Бычков в переписке со мной предположил, что его заслуги преувеличил Серавин, а Серавин говорить об этом отказался. Но заслуги пригожинцев перед Джапаровым действительно могли быть скромными. К началу выборов он уже де-факто возглавлял страну, и на него работал весь госаппарат. Пиар в такой ситуации не главное. Эффективность пригожинских политтехнологов, которые любят хвастаться своими успехами, вообще сомнительна. Потому что в России, где конкуренции на выборах давно нет, политические технологии уже давно сводятся к запугиванию соперников власти и их снятию с выборов. А в Кыргызстане команду, в которую входил Бычков, обвиняют в развале работы КРСУ. Чем именно занимались в Кыргызстане Бычков и Серавин, мои собеседники из штаба Джапарова не знают. Но какие рекомендации они могли давать, видно по советам их коллеги Александра Малькевича – зачистить Кыргызстан от оппозиции и независимых СМИ. Подробнее об этих людях читайте в нашем материале «Скелеты в шкафу». Из Кыргызстана сайт Клопа доступен через VPN. Кроме того, вы можете прочитать текст и без VPN по ссылке на зеркало сайта в описании к этому видео.